Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Умирающего песика из аэропорта увезли в клинику и потянулись часы ожидания. Рива находится на круглосуточной капельнице, вялый и равнодушный ко всему вокруг. Вчера появилась надежда, что парень выкарабкается, еще поживет. Рива начал пить и впервые поел. Мы радуемся любым положительным сдвигам. Анализы стали чуть-чуть лучше, динамика в лучшую сторону. Лечение стоит денег, друзья. Без оплаты стационара и лечения держать его там никто не будет. Пожалуйста, помогайте Риве. Он нуждается в вашей поддержке. Мы должны его оплачивать. Мы должны его поддерживать. Мы должны ему подарить надежду, что он еще будет с нами. Он еще будет жить. Давайте вместе. Без вас ни я, ни врачи не смогут сотворить чудо. А это кадры с нашей передержки. Еще 3 хвостика собираются в дальнюю дорогу. Хлопот много. Это и помыть, расчесать, навести красоту. Это и осмотр врачей, и подготовка документов. Саму дорогу оплачивает семья, выбравшая собаку. А все остальное – это наши проблемы. Счастливчики, скоро они узнают, каково это после якутских ужасов жить в безопасности, в сытости и в заботе. Отвечу на вопросы в комментариях. Не все уезжающие породистые хаски. Нет, конечно. Большая часть – это метисы. Но и их тоже выбирают за красоту, за бездонную синеву глаз. В общем, мы с вами дарим им счастье жить такой жизнью, о которой эти хвостики и не подозревали. Нам нужно оплатить передержку и все, что связано с отправкой. А дальше ждем приветы из дома. Вообще молодец. Ну, нет. Альбус, постой. Стой. Ну, красотка. Подожди, чтобы Валя еще залезла. Альба! 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 Валя, ты видела, вон в папе кто-то полез. Иди посмотри. Да, скоро поедешь. А это индивидуальная квартирная передержка с медуходом. Здесь встретились 2 подруги или 2 сестры по несчастью. Брафа, которой дважды удаляли лапку. Первый раз якутский фельдшер отпилил часть ножки и начался некроз. Вторая операция была с наркозом в Москве. Сейчас Брафа медленно приходит в себя, получает нужное лечение и консультации оперировавшего хирурга.
Вторая подруга или сестра по несчастью с оторванным хвостом Дана. Вы помните ее, спасенная случайно рабочим в ППЖ за минуту до ее гибели. Она месяц пролежала у нас в Москве в стационаре, и, слава богу, обошлось без лишней операции. Благодаря усилиям врачей дело не дошло и до сепсиса. Благодаря вам, друзья, собирая по крупицам вашу помощь, порой не оплачивая другие нужды других собак, но долг по Дане в клинике удалось с трудом, но закрыть. Дану тоже забрали из стационара долечивать на индивидуальную передержку. Оплачивать стационар уже нет возможности. Там место ее занял Рива. Но и передержки эти, хоть и не дешевые, но дешевле, чем стационар. И, конечно, оплачивать надо тоже их. Без вашей помощи не справимся. И держать их бесплатно никто не будет. Вы же помните это по другим собакам. Если кто готов из вас взять на бесплатную передержку, напишите мне на WhatsApp. Только представьте, какой ужас испытала Дана, когда ее рвали сородичи, и некому было заступиться поначалу. Вот так вот там и ломается психика собаки. И у тех, кого загрызают, и у тех, кто это видит, забившись в угол. Поэтому и появляются страхи перед человеком, поэтому поджимают хвосты и с ужасом смотрят, что ждать дальше от людей. Последнее время наше внимание приковано к тяжелым больным. Но на передержках у нас еще 200 спасенных. И эти 200 обделены нашим вниманием. Там тоже есть проблемы со здоровьем. Нужно обследовать, нужно лечить. У кого-то проплешина на носу, у кого-то сустав опух, у кого-то снова заворот века, а мы еле справляемся с новенькими. Одновременно требуется оплачивать во много мест. Цейтнот. И я живу в таком напряжении уже не 1 месяц. Когда же станет легче? А впереди зима и страшные кадры погибающих от стужи голодных собак. Помните, друзья, что каждый ваш перевод – это чья-то спасенная жизнь. Помощь, она или есть, или ее нет. Даже небольшие суммы помогут или спасти жизнь там, или спасти здесь, в клинике. Я прошу всех вас, кто слышит мои вопли, спасенышей и бедолаг несчастных у нас только прибывает. Откликайтесь, пожалуйста. Вы видите, сколько у нас их.